Ну, там, Ахметова. Очень в кадровом отделе целую неделю. Да, именно так. Самый Смельчаков, который ответит на вопросы СМИ. Прямой эфир меня так не вносит. Ну, ты Мое. Ты, кстати, занял место корреспондента. Наблюдается, малыш, продолжаем ждать игроков. Не появится. Видимо, Шаронов дает какие-то. Молодец. А это Twitch, да? Twitch? Ты что, не видишь, здесь нет его лица. Где он такой сидит? Меня не будет останавливать? Ну, пришли туда, там кто бы ты не смотрел. Новая группа. Видите, он внутри, да, новая группа. Там Counter-Strike. Ой. Ну, расскажите, чего сегодня не хватило? Команда второй тайм очень хорошо проводила. Реализация? Казалось зачастую то, что очень много необоснованных ошибок в обороне происходило. С чем Стараемся. Спасибо. Егор Сорокин, спасибо. Вы все общительные. Строилин, конечно, не очень. Варен очень тихо, остановился. Что здесь вообще не было? На самом деле, это не надо. Кого-то надо? Висковский еще не дает. Ну, вообще, плевать. Кого-нибудь. Идем дальше. Наверное, понять настроение Сорокина можно, оборону Федоровича не очень. Сорокина в Рембусе допускали обрезы, и несколько моментов создали исключительно самостоятельно в собственных воротах. Ну а мы ждем игроков в дальнейшем. Самое интересное будет, когда игроки, потому что настроение не то, после матча с Ахматом игроки охотно общаются с болельщиками, которых я хотел сегодня это вам дело показать, но бывает, что такой большой потому что Рубин проиграл сегодня 0-1. В концовке первого тайма Федор Чалов забил. В втором тайме у Рубина было ряд моментов, чтобы сравнять счет. Но ближе к концовке тайма ЦСКА опять стабильную игру от собственных ворот, и, собственно говоря, матч так и завершился.
Кстати, напомню, это первое поражение Рубина в сезоне. А вот Марио Фернандес идет, по-моему, да, это мне мое зрение не подводит, поэтому с этим болельщики ЦСКА тоже активизировались. Но Марио даже подошел к болельщикам. Дает автографа. Пока нет у нас ни в зоне никого, мы ждем, можем посмотреть на то, как бразильский защитник сборной России, да, именно как общается со своими фанатами в Казани. Кузнецов к нам не подходит, из Мина, кроме Сорокина, который сказал буквально пару слов. Мы надеемся и верим. И если вы не разбежитесь, бегаем, посмотрим, что там с фанатами ЦСКА происходит. Вдруг увидим побоище какое-нибудь, как оно было в Ростове. И в Краснодаре, по-моему, когда я не играл. Тоже там было побоище. Не разбегайтесь. Такая симпатичная девушка. Милиционер. Так, что там у фанатов? Посмотрим. Вот армейцы уезжают, часть команды на микроавтобусе, очень оригинально. Обычно пошел, к сожалению, колонна нам это закрывает, ну вот, посмотрите. Какая-то движуха за автобусом Рубина. Пойдемте посмотрим. А вот Рубин, я так понимаю. Мы сейчас ходим, посмотрим за фанатами. Может, у них там будет свой матч с Казанским Мамоном. ЦСКА сходим, уже никто нам не придет. А вот болельщикам ЦСКА посмотрим. Также сейчас постоим немножко, вдруг кто-нибудь придет. И сходим к болельщикам ЦСКА. Вдруг у них свой матч с ОМОНом. Не правда ли, Артур Сташевич? Да, на других стадионах веселее был, да. Давайте пока у нашего коллеги возьмем интервью. Как тебе матч, Артур? Ну, ожидали большего, конечно. Погромче, пожалуйста. Первый тайм совсем что-то расстроил. Стоял за воротами. Акинфеева замерз, Акинфеев тоже замерз, я замерз. Да, он стоял за воротами, Да, Акинфеева Акинфеев, пытался снимать. да, пытался хоть мяч увидеть около ворот, нет. Только во втором тайме. Ну что, давайте сходим к фанатам ЦСКА, посмотрим, что там творится. Тут, наверное, да, раз вроде здесь. Давайте еще немножко подождем, может, подведут нам кого-то куда-то короче. Настроения нет нам. Наверное, Шаронов тяжелый ров включил в раздевалке просто. Такое что-то типа Рамштайна. И в такт, короче, что-то вдалбливал игрокам, да? А потом пойдем с вами.